Keyingi söz суроо берүү үчүн Жылысхан Айтыбайына келдиңизби? Жолдошо Жылысхан Айтыбайына да. Рахмат. Урматтуу Элмира Султановна, менин суроом мындайда, бизде абдан көп коррупционный схемадагы схемалар болуп атат да. Мисалы үчүн ажылык боюнча абдан көп маселелер айтылып атат. Мына Эмил Каптагаевдин иштеп жүргөнүндө укмуштуудай көп маселелер, Бакыт Нурдиновду бүт эле ушул мусулмандар конгрессинен абдан көп фактылар келди да. Муну мен лично тиги президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин атына жөнөттүм эле, ошондой эле АКСке жөнөттүм эле. Мына ушул жакта да бир карап койбойсуңарбы? Энергетика маселесинде деги эле бизде көп ушундай коррупционный схемаларды аягына чыгып берсеңер да. Ушул багытта эмне болуп атат? Спасибо. Ажылык боюнча нам немножко сложновато. В каком плане? Потому что, в принципе, паломничество находится в руках Думка, а религия отделена от государства, и государство не может пойти и Думк проверить. То есть, если бы паломничество было бы в руках агентства по делам религий, то тогда, конечно, мы бы проверили, но проводит же Думк. Что касается энергетики, у нас сейчас вот-вот тоже уже в этом месяце или буквально месяц-полтора мы заканчиваем один серьезный документ по энергетике, и я думаю, он будет очень интересен для Жогорку Кеңеша. Мисалы үчүн АУПтан алынган тигиле банковский ячейкеден алынган аябай көп акчалар бар экен да. Ошол акчаларды убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү, ошол эле азыр биз айтып кеткен Каптагаев аябай көп суммадагы акчаларды алыптыр. Ошолордун тагдырын эч ким аягына чыкпай атат да. Каяка иштетишкен, эмне кылышкан? Хорошо, мы по энергетике представим через месяц-полтора. Эми мынау комплекс Курманжандатка боюнчачы, бул акча фондго келип түшкөнбү же Гострого келип түшкөнбү? Себеби менин оппоненттерим абдан коомчулукка туура эмес маалымат берип атты да. По фонду, по музейному комплексу имени Курманжандатки мы уже однажды отвечали о том, что средства были перечислены в департамент жилищного строительства в размере 48,5 миллионов сомов. Это было отмечено и в нашем акте. Вместе с тем, частично средства не были освоены и были возвращены опять государству, там 47 с чем-то миллионов сомов. Но средства поступили на счет департамента жилищного строительства, который являлся заказчиком. Фондго түшкөн эмес? Он, департамент жилищного строительства получил средства, и он был заказчиком. Мен сизден суранып кетем. Ушул комплексти абдан объективдүү мындай саясаты жок. Себеби депутаттар жазган катта сөзсүз түрдө саясат болот. Эми күч органдары, башкы прокуратура, мен ойлойм баары тең ошол берилген акчаны так туура маалымат берсеңиздер. Абдан объективдүү карап чыксаңыздар. Себеби кышында көп иштер жасалбай калат. Анча мынча дефекттер болот. Завышение бул өзү хищение киреби же хищение кирбейби? Мен как строитель завышение хищение кирбейт. Незавершенный объект. Ушундай көп убактым токтоп тургула. По завышенным объемам строительно-монтажных работ. Вот когда мы дирекцию рассматривали, этот вопрос, по-моему, уже однажды был во время отчета по бюджету. Значит, в строительстве, конечно, случаются такие случаи, когда существует завышение объемов строительно-монтажных работ. В принципе, это является нарушением, потому что, значит, по процентовке что-то запроцентовали, но эта работа не была выполнена. Но в случаях незавершенного строительства, когда имеется возможность выполнить работу и возместить все эти средства, то оно не классифицируется как хищение. Оно идет как завышение строительно-монтажных работ, которое можно восстановить, и оно должно восстанавливаться. Проводится сверка, и по сверке... В данном случае пока этот объект не является законченным, ущерба государству мы считаем, что нет.
10 секундду кошуп берип койсоңуз, Төрөбай Закирович. 10 секунд. Айтыңызчы, Эльмира Султановна, кандай жакшы реформаларды жасадыңар да? Ушул жөнүндө токтолуп кетсеңер, счетный палатада. У нас на самом деле в течение всего года, весь год был сплошь состоял из реформ. Одна из самых серьезных реформ – это, наверное, то, что проводилась аттестация. Потому что для нашей работы самое главное – это кадры. Поэтому была проведена большая аттестация, практически все наши сотрудники прошли через нее. По предложению Джорку Кенеша был добавлен полиграф, то есть проходили еще через детектор лжи, да, через полиграф наши сотрудники. По результатам аттестации 9 человек было уволено. Ну, то есть это вот с точки зрения кадровой. Во-вторых, проводилось очень много обучения. Сейчас мы начали, у нас в настоящий момент идут переход на новую методологию по международным стандартам аудита. И сегодня все наши сотрудники находятся на как раз-таки пилотном мероприятии по этой методологии. Одним словом, если мы перейдем на международные стандарты аудита, то это, во-первых, сократит риски коррупции, во-вторых, повысит